ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Доступность среды. Эту тему в последнее время поднимают все чаще. Оно и понятно. Люди с инвалидностью хотят быть полноценными участниками общества. С проблемой доступности к нам обратилась и одна местная жительница. Ухтинка в 2005 году потеряла ногу, а не так давно ее супруг стал инвалидом. Поражение сердца и прогрессирующая болезнь Бехтерева, при которой происходит воспаление суставов позвоночника. Женщина сказала, что ее супруг теперь лежачий инвалид, а она сама часто передвигается в инвалидном кресле. Проблема в том, что мужчине не выдают одно из рекомендованных врачами обезболивающих, предлагая привозить мужчину в дневной стационар. До стационара же добраться Наталье Альбертовне крайне сложно. Поликлиника, по ее словам, не оборудована как должно для доступа маломобильных групп населения. У меня очень тяжело болен муж первой группы, которого я, инвалид второй группы, по намерениям данной поликлиники должна привозить ежедневно в дневной стационар для получения лекарственного препарата, который, в принципе, таблетирован. И 6 февраля 2018 года была медицинская комиссия врачебная по данной поликлинике. Препараты, которые не входят в перечень, назначаются по жизненно важным показаниям. У моего мужа не только жизненно важные показания, но и аллергическая реакция. Героиня сюжета сама предложила поехать и проверить доступность перед камерой. В съемке участвовала и другая колясочница Наталья Булгакова. Она, к слову, легко преодолела пандус. Наша героиня, по собственным словам, перенесшая недавно инсульт, этого сделать не смогла, ссылаясь на слабые руки. Женщина спустилась с коляски и стала передвигаться по плитке, волоча за собой кресло. Сразу скажем, что от помощи присутствующих она отказалась, ссылаясь на право быть автономной. За несколько минут количество желающих помочь инвалиду перевалило за 10. Не надо мне помогать, не надо. Я думала, вы стоите, все, никто не подойдет. Нет. Внутри поликлиники эксперимент продолжился. Наталья Булгакова беспрепятственно попала во все обследуемые кабинеты, кроме одного. По мнению Натальи Кузнецовой, причина тому – молодость и умение управлять коляской. Ни того, ни другого у нее нет. Заметим, женщина передвигаться не только так, но и на протезе и костылях. Все, зацепилась. Пишу. Во время съемки также стало известно, что рядом с поликлиникой в автомобиле на водительском месте сидит мужчина, подозрительно похожий на мужа Кузнецовой. На того самого, которому необходим анальгетик, не вписанный в перечень жизненно необходимых препаратов. Как мы узнали позже от руководителя поликлиники, этот препарат всего лишь один из массы рекомендуемых для лечения супруга нашей героини. И медицинское учреждение не нарушает законных прав пациента, а не следует предписаниям вышестоящей инстанции. Все эти препараты выписываются пациенту, то, что положено бесплатно, то есть льготное лекарственное обеспечение, и плюс те препараты, которые не входят в список льготных, выписывается рецепт, по которому он может также приобрести этот препарат. То есть мы не отступаем от тех рекомендаций, которые дают врачи кардиологического диспансера города Сыктывкара, и мы следуем всем этим рекомендациям. К слову, тот факт, что на все прочие лекарства из списка у мужчин аллергии, не нашел опровержения. Остается поверить обратившейся к нам женщине на слово. Подходящее им обезболивающее только одно. Что же касается проблем доступности поликлиники номер 2, на наш субъективный взгляд, она не идеально соответствует всем нормам. Например, там не до конца оборудована санитарная комната, и она одна на первом этаже. Но в целом для повышения комфорта людей с инвалидностью тут меры принимают. Это подтвердила Наталья Булгакова, об этом отчиталась главврач. То есть у нас есть бригада специалистов, которые при посещении маломобильным пациентам поликлиники в обязательном порядке встречают его на пандусе и полностью сопровождают по поликлинике. Плюс у нас имеется лифт, который позволяет поднять пациента на любой этаж, где находятся диагностические службы, врачи-специалисты. Плюс при необходимости мы можем организовать осмотр данного пациента на первом этаже. Несмотря на то, что втайне мы надеялись, что две стороны, пациенты Кузнецова и поликлиника, придут к общему решению, Наталья Альбертовна планирует подавать на учреждение в суд. Целью репортажа она назвала борьбу за равные права для инвалидов. Я хочу достичь цель возможности для людей, которые лишены физических данных
связанных с заболеваниями по ногам, рукам, позвоночнику, иметь право равных возможностей, такие, как есть у любого здорового человека. Также женщина опровергла информацию, что в автомобиле возле поликлиники был ее супруг. И даже если так, это его полное право. Уже после, в личной беседе с корреспондентом, она сказала, что это их частная жизнь и семейная тайна, не имеющая отношения к данному репортажу.